О героизме и отваге тружеников тыла в период Великой Отечественной войны расскажет казахстанским зрителям новый документальный фильм «Последний рубеж». Картина поведает о малоизученных событиях, происходивших в Западно-Казахстанской области, жители которой особенно героически проявили себя в суровые военные годы. Творческая команда фильма во главе с режиссером-документалистом Еленой Кавардаковой близится к завершению съемочного процесса. Подробности в специальном сюжете. Новый казахстанский документальный проект «Последний рубеж» расскажет зрителям о героизме и отваге работников тыла в период Великой Отечественной войны. Эта новая работа казахстанских документалистов основана на хрониках, воспоминаниях очевидцев и последних архивных находках краеведов и историков. Картина охватит события, происходившие в Западно-Казахстанской области, жители которой особенно героически проявили себя в военные годы. Тематика фильма позволила его авторам получить поддержку государства. «Последний рубеж» оказался в числе победителей второго питчинга Государственного центра поддержки национального кино. Я, конечно, очень волновалась, я не знала, пройду или не пройду, но наш автор сценария, автор идеи, он был абсолютно уверен, что наш проект пройдет на питчинг. Конечно, это был момент незабываемый для меня, это был как экзамен, потому что нужно было не просто представить проект, а еще и, наверное, где-то эмоционально показать все нюансы заинтересованности в этом проекте, потому что действительно тема очень серьезная. По словам режиссера проекта, известного казахстанского кинодокументалиста Елены Кавардаковой, задача творческой группы была в том, чтобы показать все трудности и испытания, которые выпали на казахстанцев в суровые годы войны. Идея создания проекта принадлежит автору сценария Руслану Абубакирову. В 2017 году я написал работу, которая состояла из 4 частей. Сейчас название уже не помню, что-то типа, что-то типа там «Алмата. Город-герой». Потому что как бы у всех на слуху подвиг 28 панфиловцев. Все казахстанцы практически со всех городов, со всех областей участвовали в Великой Отечественной войне. Но ни одного памятника, ни одной правительственной награды, ни одного статуса. Вот в этом в плане, что, допустим, город трудовой доблести или там поселок воинской славы, что-то такое, ничего у нас такого подобного нет. Вот, поэтому захотелось как-то это дело все увековечить, оживить. Вот так возникла идея создания сценария, а потом уже я уговорил Лену снять фильм на эту тему. Территория нашей республики в то непростое время была глубоким тылом, но мало кто знает, что, к примеру, Западно-Казахстанская область, в частности станции Жанибек, Сайхин и Шунгай, активно подвергались бомбардировкам. Именно в эти места, а также в Гурьевскую область было заброшено несколько разведывательно-диверсионных групп, перед которыми стояла задача проводить жесткую подрывную деятельность. Первая серия проекта расскажет об этих событиях, а вторая — о трудовом подвиге казахстанцев в годы войны, тружениках заводов и фабрик, а также медиках. В 1944 году в Гурьевскую область, ныне Атырауская область, была заброшена диверсионная группа Алихана Агаева, обер-лейтенанта немецкой армии. Соответственно, наши чекисты, они ликвидировали эту группу. Сегодня, в соответствии с этой историей, которая у нас будет рассказана в фильме, сегодня мы делали постановочные кадры. То есть перевели диверсантов в кабинет к НКВДшникам, к чекистам. Соответственно, был допрос. Кроме того, если вы обратили внимание, был захвачен радист, который согласился вести радиоигры с немецким командованием. Соответственно, до конца войны он сообщал дезинформацию относительно группы Агаева. То есть до конца войны противник думал, что группа существует и функционирует. Он даже докладывал о каких-то там ее успехах. В
Военное положение особенно обострилось во время Сталинградской битвы, когда территорию Западного Казахстана отделяла от театра военных действий немного более 500 километров, и республика стала основным перевалочным пунктом для доставки вооружений сражающемуся городу на Волге. В это время по казахстанской земле шла линия связи Сталинградского фронта со ставкой Верховного главнокомандующего, что не могло не привлекать внимание врага. Впервые на эти факты истории Великой Отечественной войны обратил внимание и сделал достоянием науки казахстанский историк Павел Букаткин. Именно на его изысканиях базируются все дальнейшие исследования и строится концепция фильма «Последний рубеж». В создании фильма также приняли участие такие исследователи военной истории, как Аманжол Уразбаев и Амангуль Алдабергенова. Дегенмен аталған мәліметтерге қарамастан В советской историографии Западному Казахстану, как району, где велись активные военные действия, никакой важности не давалось до 60-х годов прошлого века. Только в 1963 году уральский ученый-историк Павел Букаткин обратил свое внимание на эту проблему, а после научных работ защитил диссертационную работу. Диссертация қорғады. В создании фильма также помогала доктор исторических наук, ученый-секретарь Национального университета обороны Республики Казахстан Сайран Мухамеджанова. Она посвятила много лет изучению истории военной науки. Осы сәтте көрермен назарын аудартқым келетін бір жағдай аталған күрделі ғылыми мәселе. Особенное внимание зрителей заслуживает то, что одним из первых ученых, который обратил внимание на этот серьезный исторический факт, была профессор Мухамеджанова. Именно под ее началом началась первая исследовательская работа, посвященная на эту тему. Соңғы жылдарындағы майдандық тыл, әскери тарихи аспект атты диссертациялық жұмыс басталып, оған өзі жетекшілік етті. Также в создании фильма немалую помощь оказали краеведы Западно-Казахстанской области. Экспозицияның келесі бөлімінде Батыс Қазақстанда іздеу жұмыстары кезінде табылған В экспонаттар. следующей части экспозиции представлены экспонаты, обнаруженные во время исследовательских работ в Западном Казахстане. Их специально для этой экспозиции в дар привнесли западно-казахстанские краеведы Ахмедияр Батырханов и Сергей Лапшин. Біз режиссер Елена Кавардакованың «Соңғы шеп. Последний рубеж» атты деректі фильміне қатысып, ізденіс аясында қол жеткізген деректермен бөлісіп, өз ойымызды білдірдік. Документальный фильм «Последний рубеж» планируют показать в эфире казахстанских телеканалов. Кроме того, создатели картины собираются представить «Последний рубеж» на различных фестивальных площадках.